Ну, уважаемые жители Республики Саха-Якутия, как уже говорил глава, сегодня в целом обстановка эпидемиологическая остается напряженной, несмотря на то, что, значит, предпринимаются ряд мер, прежде всего, и ограничительного характера. Мы в любом случае видим очень много передвижений граждан по городу Якутску, в наших районах. И это непосредственно не дает нам оснований для какого-то более спокойного отношения к этой ситуации. Сегодня уже, в принципе, совершенно четко понятно и доказано, что только самоограничение в виде отсутствия движений, значит, наличие социальной вот этой вот дистанции между людьми, оно только может позволить остановить ту ситуацию, которая у нас имеет место быть. Поэтому хотелось бы в любом случае начать, значит, свое выступление перед вами с позиции о необходимости все-таки самоограничиваться и, соответственно, значит, ограничить свое движение по городу. Те правила, которые сегодня предусмотрены на территории Республики Саха-Якутия, они, безусловно, являются беспрецедентными и, безусловно, ограничивают права граждан на передвижение. Но, тем не менее, это вынужденная мера, которая позволит нам сдержать, прежде всего, распространение вируса на территории нашей республики, но и в целом по всей стране. Новшеством указа главы республики, подписанного, является постановка под контроль, прежде всего, собственной, через самореализацию тех граждан Российской Федерации, которые приезжают на территорию Республики Саха-Якутия из других субъектов Российской Федерации. С сегодняшнего дня в ряде аэропортов, таких как Нерюнгри, Ленск, значит, уже было введено анкетирование въездных и выдача уведомлений тех, кто въезжает на территорию республики из других субъектов Российской Федерации. С завтрашнего дня, соответственно, сотрудники транспортной полиции уведомление о необходимости самоизоляции на 14 дней будет выдаваться всем гражданам, прибывшим в Республику Саха-Якутия, значит, на самоизоляцию в пределах 14 дней. Для чего это необходимо? Это необходимо для того, чтобы, значит, человек, который прибыл из другого субъекта Российской Федерации, он, так сказать, выдержал вот этот вот период возможного наступления у него, в том числе, значит, предполагаемого заболевания как такового. На настоящий момент уже на территории республики являются, значит, непосредственно 6 действующих лабораторий. Значит, заканчивается у нас именно 6-я лаборатория в Мирном, и с понедельника она начнет работать. 2 лаборатории работают, как и работали у нас, это вирусологические лаборатории Роспотребнадзора, 2 лаборатории в городе Якутске. Со вчерашнего дня работает лаборатория в Нерюнгри, и с понедельника начинает лаборатория работать в Мирном. Сама по себе специфика работы лабораторий такова, что непосредственно, значит, есть определенный предел, сколько тестов может быть обработано и сколько людей может быть, значит, подвержено тестированию именно через эти лаборатории. Поэтому сегодня мы все смотрим на, значит, Российскую Федерацию, на те, значит, предложения, которые идут от новых изобретений, которые есть на территории России, в мире, для того, чтобы начать, значит, убыстрять именно, значит, поток людей через лабораторию. И такие наработки уже в России есть, в этом направлении мы тоже работаем. Поэтому вот 2 направления, которые мы сегодня ставим своей основной задачей, это прежде всего контроль за людьми, которые приехали из ЭПИД, значит, из зон, которые сегодня уже подвержены, в том числе, значит, эпидемией, вирусом, там, где есть, соответственно, больные. Ну, это практически все субъекты сегодня Российской Федерации, потому что у кого ряд есть остался субъектов Российской Федерации, у которых еще просто ждут лабораторных анализов, подтверждения в референс-центрах, но, значит, непосредственно выявлены практически по заболеванию ковида во всех субъектах Российской Федерации, ну, лишь только вот ждут подтверждения. Ну, хорошо, что если будут, и останутся те, у кого их не будет. Кроме того, значит, сегодня, поэтому мы вот эти ограничительные меры установили.
И второй момент – это, конечно же, тестирование и наблюдение, особенно за теми гражданами, которые достигли возраста 65+, и, соответственно, имеющие хронические заболевания, у которых именно достаточно тяжело проходит по тем исследованиям и наблюдениям, которые есть в мире, это заболевание. Теперь о нашей жизни, в которую мы сегодня попали с этими ограничениями, она не должна останавливаться. И, как глава говорил сегодня, мы будем продолжать и строительство наших объектов. При этом строительные бригады, для них сегодня уже разработаны непосредственно свои правила соблюдения санитарных норм. Это и разделение потоков, значит, строительных бригад. Соответственно, будет работать и промышленность, и жизнеобеспечивающие наши отрасли, но в обязательном порядке с соблюдением норм, которые непосредственно позволили бы держать позицию, значит, социальной дистанции и разделения потоков тех, кто, например, работал ранее, и тех, кто сегодня приходит из новой рабочей силы. Поэтому вышло постановление главного санитарного врача Республики Саха-Якутия, по которому определены правила поведения в этих новых условиях в вахтовых поселках и правила поведения для тех вахтовиков, которые у нас сегодня непосредственно, тех работников, которые у нас приезжают как в строительную отрасль, как в промышленную отрасль, для того, чтобы жизнь дальше продолжалась. Сейчас готовится указ главы Республики Саха-Якутия, определяющий все-таки сдающий старт дистанционному образованию в области среднего, специального образования и дополнительного образования на территории Республики Саха-Якутия. Я думаю, что уже, значит, непосредственно сегодня он будет подписан. Ну и с понедельника наши школьники выходят с каникул в дистанционном режиме. Очень много возникает вопросов непосредственно, как быть с теми школами, которые не имеют интернета, то, соответственно, здесь мы пойдем по образцу и пути, скорее всего, города Москва, когда допускается обучение в небольших, значит, очное обучение, в небольших, значит, группах, в малых группах учеников. Но в любом случае, значит, сделаем все для того, чтобы санитарные нормы были соблюдены. Вот сегодня ситуация таковая на настоящий момент. Какие будут ко мне вопросы? Готова ответить.